От фонда главы республики. Да, 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 Обладателю заслуженной золотой награды министр спорта Руслан Белхароев вручил грамоту и денежный подарок от Национального фонда развития республики. Магомед Башир Ханиев стал чемпионом мира по вольной борьбе. За золотую медаль боролся среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 70 килограммов. Это событие стало большим подарком для Ингушетии. Первенство мира до 23 лет – это уже серьезный результат. Да? Это уже взрослые олимпийские чемпионы участвуют. Да? Это самый слабый результат. Надо сейчас это все забывать и начинать с белого листа. Чемпионат мира проходил в столице Албании Тиране с 21 по 27 октября. В финальном поединке 22-летний Магомед Башир одержал победу над российским вольником Магомедом Эльтимировым со счетом 5-4. К этому старту я готовился, прошел 3 сбора. Первый сбор проходил в Азербайджане, второй в Беларуси, Минске. Последний сбор прошел в Баку, в Азербайджане. Соревнования на таком уровне выступать всегда тяжело. Там слабых соперников не бывает. Полуфинальный соперник был хороший чемпион Азии этого года, болит из Индии. Финальная схватка была самая трудная. Со мной встретился соперник из Чеченской Республики, выступающий за сборную России, действующий чемпион России этого года. Но по воле Аллаха мне было суждено выиграть его. Магомед Башир занимается вольной борьбой с 6 лет. В 2022 году стал гражданином Азербайджана, сборную которого он и представлял на чемпионате. Магомед Башир – старший брат Тахира и Исмаила Ханиевых, которые также демонстрируют блестящие результаты в спорте. Министр спорта выразил благодарность их отцу Микаилу Ханиеву, воспитавшего 3 вольников. С самого их детства он вкладывал все свои силы в спортивное воспитание мальчиков. Вместе с ними рано вставал, тренировал, контролировал вес, выезжал на все соревнования и даже всей семьей меняли место жительства для их роста. Строго, практически цармолю тренировку, физически нагрузку контролировать процесс мейс, молю соревнования, Гуржаха, Армения, Турция, Дехасиха, Букатат, я бережу, просто так, хамучбол. Министр спорта Руслан Белхароев отметил, что Ханиев – достойный представитель ингушского народа, который подает большие надежды и отлично справляется с серьезными спортивными вызовами. Именно греко-римская вольная борьба хорошими темпами развивается. Он всегда был, можно сказать, национальным видом. В ближайшее время у нас есть еще будут выступать наши спортсмены, именно отбор на первенство Европы, на первенство мира. Я думаю, результаты не за горами. В стенах регионального министерства спорта поощрили и спортсменов за достижения в других видах спорта. Серебряным призером первенства России по тэквондо среди юношей стал 14-летний Асхаб Боков. Турнир проходил в Рязани. На пути к финалу Асхаб провел 5 боев, одолел соперников из Челябинской, Саратовской, Ростовской и Самарской областей. Сейчас Асхаб готовится к чемпионату Европы. Юноша только вернулся из Сочи со сборов в составе сборной России. Ловкость, силу и высокий уровень мастерства в поединке с соперниками демонстрирует еще один из награждаемых – Хусен Беков. В городе Кстово Нижегородской области самбист стал победителем первенства России по самбо среди юношей. За высокое достижение и популяризацию самбо Руслан Белхароев вручил грамоты спортсмену и его тренерам. Радует и показатели по видам спорта, которые относительно недавно начали развиваться в республике. Грамоты от Министерства спорта получили хоккеисты клуба «Асса». Ребята набирают темпы и демонстрируют зрелищные противостояния на льду. Детская команда последние годы регулярно становится призером различных турниров. Команда «Асса» тренируется на арене Ледового дворца Башлоам в Магасе. Азы хоккейного мастерства постигают порядка 60 ребят. Мы сыграли 4 игры. 2 игры выиграли, 2 игры проиграли. У нас еще предстоят игры в декабре месяце, второй этап.
это в городе Северске. И третий этап мы планируем провести у нас уже в Республике Ингушетия. Министр спорта подчеркнул, что хоккей в Ингушетии является самым молодым видом спорта. И успехи юных хоккеистов для региона являются большим достижением. Руслан Белхароев поблагодарил тренера команды и пожелал новых высот и ярких побед на ледовых аренах. Диана Дударова, Султан Булгучев, Магаз 24.